Интенсивный бег на дистанцию, занятия на современных тренажерах. Столичные ребята закаляют свой спортивный дух, довольны тем, что у них теперь есть место для поддержания физической формы. Нет, поле, знаете, хороший газон. Тут еще есть эти качалки, можно покачаться. И, в принципе, поле хорошее. Старшее поколение на этой площадке чаще всего можно встретить утром либо вечером. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа помогает местным жителям вести здоровый образ жизни. Теперь не нужно покупать дорогостоящие абонементы в спортзал. Здесь все под рукой. Я здесь бегаю, там занимаюсь. Когда у нас отборочные были в дзюдо, я здесь приходил, занимался, там качался. И вот так там делал. Потом домой уходил с друзьями. Но я здесь с друзьями качался больше всего, ну и все. Потом уходили домой. Я прихожу сюда каждый раз с друзьями, и поле так нормально, хорошее. Играть удобно очень, ворота тоже хорошие, само поле тоже большое и удобное. Играть очень интересно. В новом Фокоте есть все условия для занятий волейболом, баскетболом и футболом. На мини-стадионе занимаются ребята из разных футбольных команд. Наши тренировки бывают понедельник, среду, пятницу, а вторник, четверг, субботу мы сюда приходим сами, чтобы чуть-чуть дополнительно позаниматься. На стадион можно приходить в любое время, а зимой, если потрудиться и залить поверхность территории, получится ледовый каток. Но в администрации Магаса признаются, пока климатические условия не позволяют этого. Нет таких сильных низких температур, морозов. А так он рассчитан, что здесь можно потому что бортики, вот, наверное, видите, что они как бы под хоккейную площадку сделаны. Кроме искусственного футбольного поля, здесь можно в зимнее время заливать и создавать такой искусственный каток, чтобы играть в хоккей. Вот ждем, может, климатические условия когда-нибудь так станут, что какой-то на период такой длительные морозы будут стоять, то постараемся и так провести. Жители нашего города в последнее время благодарят, что мы построили такое поле. И очень приятно, что мы сами внесли какую-то свою лепту в образование такого места, где дети маленькие могут в дальнейшем стать какими-то там известными личностями, показать себя в спорте и достигнуть каких-либо высот. Торжественное открытие объекта состоялось еще осенью 2022 года. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построили в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Зелимхан Кылоев, Ахмед Парчиев, Новости 24.